задача, которую мы определили, это не остановить финансирование, работа, соответственно, не остановится, чтобы они минимально почувствовали на себе вот эти перетрубации. Вот. Это одна из проблем, а так, в общем, проблема, сейчас о ней много кто говорят, это подписная кампания, это рост тарифов Почты России, который практически на подписку в 2 раза вырос. Вот этим вопросом мы сильно озабочены ими и печатные издания, потому что это очень негативно повлияет на тираж, негативно повлияет. Для некоторых это большая проблема, можно сказать, катастрофа. Вот. Этим вопросом мы тоже озадачены. Работаем здесь плотно и с Почтой России, и с профильным комитетом парламента было уже совещание, и с Минсвязью связывались. То есть нас сегодня заботит величина роста тарифов, что не секрет, что повышение произошло из-за того, что субсидии на подписку у Почты России сняли. Но субсидии сняли в районе 30%, а рост составил около 100%. Вот. Парламентское обращение уже направлено и в антимонопольную службу, и в прокуратуру о том, что такой рост и насколько это правомерно. Та же самая подписка. Я считаю, одной из таких проблем, которую надо решать, это повышение уровня специалистов наших. Вот. Для этого нужны какие-то специализированные курсы, тренинги, приглашать больших специалистов, чтобы мы и наш кругозор тоже чуть расширялся, и мы чуть более расширенные делали и материалы, и печатные издания, чтобы наши были все интереснее и интереснее, хотя у нас хорошие традиции печатных изданий, но по совершенству нет предела. Проблем много, но на раскачку времени нету. Все надо делать сразу, навалом. По Почте России, да, сказал, те пути, решения, которые мы сейчас... Оно не сильно влияет сейчас на нынешнюю подписку, потому что нынешняя подписка еще успели, и благодаря нашему филиалу подписку продлили на 10 дней. Жители успели подписаться по старым тарифам, но этот вопрос надо решать все равно. Это у нас некий временной запас сейчас остался, а вопрос надо решать, потому что следующее время летит быстро, следующая подписка тоже не за горами. Вот. Здесь как одно из тоже из решений проблем мы определяем как развитие розничной торговли. На розничных точках, киосках Роспечати тарифы не поменялись, не поднялись, и тогда ее тоже надо делать более доступно во всех районах, во всех селах, и розничную печать. Это как один из вариантов выхода из данной ситуации. Насчет медиахолдинга, то считаю, что такая система очень даже интересна и, наверное, имеет место и быть и в Осетии тоже. То есть, что она подразумевает? У нас немало печатных изданий, подведомственных районных изданий. Как я уже говорил, по образованию разного уровня эти печатные издания. Нам надо стремиться все к лучшему. Да? То есть, некое объединение, в каком формате, это тоже, наверное, будет обсуждаться и с экспертным сообществом, теми людьми, которые работают по данному направлению. Вот. Оно полезно в части повышения образования, когда у тебя холдинг, ты можешь уже и рассчитать, как можно повысить образование, как можно проводить те или иные тренинги. Вот. Сегодня потихоньку все равно от этого никуда мы не денемся, печатные издания уходят в интернет. Мы переходим в интернет-издание. В этом тоже ничего плохого нет. Одно другое не должно исключать. И мы видим, что многие редакции, особенно районные, они не готовы к своим собственным сайтам. А холдинг в этом может и помочь, да? Что что-то унифицированное, что-то одно с разными закладками для районов. И мы решаем этим проблему того, что есть у нас будет там специалисты по данному направлению, которые будут заниматься интернет-версией. Какие-то плюсы есть наверняка и в бумажном издании, да? Здесь и какие-то повышения эффективности, в том числе и финансовой.
Вот. Из-за этого обязательно этот вопрос будем прорабатывать, обсуждать. И, я думаю, не одно совещание будет по этому поводу сделано, и мы должны к чему-то такому прийти интересно. Я считаю, что все виды СМИ, это и радио, и телевидение, и печатные издания, и интернет-издания, все, что является носителем массовой информации, да, все, что является средством, да, обязательно должно входить в этот холдинг. И одно другое должно дополнять, а не исключать. Я считаю, что медиахолдинг – это совершенно нормальный путь. Его надо рассматривать. Рассматривать его надо с сообществом людей, которые работают в данном направлении, которые уже не один год в этом проработали, потому что надо учитывать все нюансы. Мы должны, во-первых, сохранить то, что у нас есть на сегодня, а я еще раз говорю, что традиции у нас неплохие, у нас по сравнению с другими республиками в Северокавказском округе и тиражирование, и сама подача материалов, оно на хорошем уровне стоит. Вот. Опять же, надо двигаться вперед. У любого дела не бывает там точки застоя, то есть он не может на одной точке стоять. Он или деградирует, или надо развиваться. Мне повезло, я сразу, буквально через некоторое время был в командировке в Дагестане, там я познакомился сразу со своими всеми коллегами в СКФО. Вот, сразу включился в работу, мы подписывали меморандум, было пока семинар-совещание, интересное совещание. Такие бумаги нужны, если даже этот меморандум несет в себе все-таки такую больше не обязывающую, а предлагающую, да, какие-то мероприятия, все равно это первый шаг. Вот мы знаем, вчера создали ассоциацию по СКФО СМИ. Это тоже шаг. Потихоньку мы так действительно придем к какому-то не обязательно юридическому холдингу там, по СКФО, но по возможности обмена информацией, по тому, что мы будем о друг друге рассказывать, друг друга видеть, знать, что у нас у всех происходит. Это очень интересная идея, которая воплощается сейчас в жизнь, и мы обязательно будем в ней очень активно участвовать. Ну, во-первых, идея создания ассоциации, то, что она появилась у наших IT-компаний, это уже говорит о том, что произошел за последнее время некий рост. Рост сознания того, что компания может работать шире, может поднимать вопросы, которые поддержат те же коллеги, да, они могут выступать единым фронтом. Они уже понимают, что какие блага это несет, и это некие симптомы того, что действительно у нас идет развитие этого IT-кластера, о котором так много за последнее время все говорят. Ну, во-первых, это выработка разных предложений и внесение их на разные уровни. Ведь мы должны понимать, да, что когда письмо приходит в федеральный орган какой-нибудь власти или структуру от одной компании, которую никто не слышал, не видел откуда-нибудь в Северной Осетии, это не будет рассмотрено так должным образом и не воспринято так, как бы это сделала некая ассоциация. Это уже серьезно. Это уже некое сообщество, которое уже к нему будет прислушиваться. Они уже могут какие-то вопросы поднимать, какие-то предложения делать. Вот. Завтра эта ассоциация может быть создана у других республик СКФО. И придем к тому, что давайте тоже объединяться. А это уже тоже совершенно новый уровень, который может поднимать еще более важные вопросы, еще более сильнее влиять на то направление, по которому они работают. Это хорошая вещь. И опять же, здесь радует то, что они сами до этого дошли, они сами созрели, а значит, они именно выросли тоже не только в части своих профессиональной деятельности, а в части еще тот обзор и формирование тех задач, которые их интересуют в будущем. Но объединяясь, это же не только делать там предложения или выступать там с какой-то критикой или еще что-то. Ассоциация — это еще все-таки знакомство, работа вместе, это какие-то завтра совместные проекты, это какие-то завтра обмен опытом, и завтра это может вылиться там в слияние компаний. И да, косвенно, а потом и впрямую это будет, да, и будет легче конкурировать.
Запал есть, то внимание, которое сейчас уделяется на всех уровнях, наверное, и власти в республике к этому направлению, это говорит о многом, о том, что ставка на это сделана. Да? У нас есть кадровый ресурс, он не огромен, но он все-таки есть. У нас есть хорошая команда, которая хочет этим заниматься. У нас в будущем сейчас будет ассоциация. У нас есть желание к этому обязательно приглашать и каких-то других партнеров, которые там, с других субъектов Российской Федерации, зарубежных партнеров рассматриваем. Практически в неделю 2-3 раза бывает у нас совещание с новыми там, потенциальными партнерами, с компаниями, которые предлагают и мероприятия по обучению, предлагают и какие-то инвестиционные проекты, которые нас тоже сильно интересуют. Вот такими кусочками, он так и называется кластер, да, и кластер состоит из многих-многих систем составляющих. Мы будем потихоньку, не вкладывая там какие-то безумные огромные деньги, хотя с ними всегда бывает легче, но при наших условиях и при нашем желании, я уверен, что здесь и без огромных вложений будет большой топ.